Вот кран, видите, открываю, воды нет. Не течет уже больше, месяц уже. Уже с конца февраля Минзиля Зарипова вынуждена топить снег, чтобы дома была вода. Она живет в доме по переулку Урожайный Старых Горок. Краны вот открываем пустые. Каждый день в надежде открываем, что есть, может быть, потечет. Почти за месяц из крана ни капли. И такая ситуация в 14 домах. Жители выкручиваются кто как может. Топят снег, везут воду из других районов города. Лет 10 назад у нас так было, да мы до мая месяца, пока весь не растаял, сидели без воды. Тоже тогда хоть колонки работали, сейчас и колонки-то не работают, воду-то набирать нигде. Жители говорят, что примерно месяц назад, когда стояли 30-градусные морозы, труба, проходящая вдоль по их переулку, замерзла. В итоге ледяная пробка, и вода с этого времени перестала через нее проходить. Решение простое – растопить лед, чтобы вода снова пошла, но этого до сих пор не сделано. Каким будет водный баланс в платежках, жители пока не знают. По сути, должен быть по нулям. Авария произошла число с 27-го, то есть там каких-то 2 дня без воды. Остальное это все у нас март. Ну, за февраль платежки пришли в полном объеме. Работы по возобновлению водоснабжения начались накануне. Вторые сутки на замерзшем участке работают сотрудники Казанского водоканала. Копаем. Копаете? А для чего? Что хотите узнать? В чем причина хотите узнать? Я ничего не могу сказать. Вчера они приехали с утра, то есть я вышла во сколько? В 9 часу, скажем так, то есть машины уже здесь были. Работали они на протяжении всего дня. Водоканал доблестно пытается отогреть, но пока еще воды нет. Как говорят в самом водоканале, они не просто отогревают трубы, но и ищут их в земле, потому что данных о них почти нет, ведь трубы тянули в свое время сами жители. Трассировка неизвестна, как они проложены, на каком глубине, каким диаметром мы не знаем. И здесь, чтобы отогреть водопровод, недостаточно работы просто парогенераторной машины. Соответственно, в связи с этим у нас время устранения данных проблем увеличивается. Пока же водоканал сообщает, что по заявкам жителей они организовывают автоцистерны, но в самом поселке это отрицают. Мы ждали, искали воду, возили ее. Воды водоканал не подвозил. Хотя жители считают, даже цистерны не выход. Водопровод самодельный, поэтому даже в лучшие дни в нем слабый напор. В будущем они хотят подключиться к новому водопроводу, который только планируют строить. Но этой весной нужно растопить существующий. Только после этого в дома снова придет вода. Рабиль Шайдуллин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.